Ваш дед был маляром в Ханском дворце, да? Да. Вы про это знаете что-то? Ну, вот все, что знаем, что он был бригадиром маляров при Усиине Банданинском, и в 25-м году уже скоропостижно умер от болезни. А до 25-го года, после революции, я так понимаю. А до революции он имел свою частную мастерскую, отдельно от дома, где-то в городе. И принимал заказы там на покраску окон, дверей там. И на дому ходил, работал. Я работаю отделочником, штукатур, маляр, строитель широкого профиля, можно сказать. Неожиданно 20 с лишним лет назад узнал, что дед был маляром. А я все думал, в кого я пошел по роду специальности, по роду занятости. Ни в отца, ни в мать. Оказывается, дедушка был. И, получается, кровь тянет. Вот первый раз я приехал в 90-м году. Тогда ходили длинные автобусы, желтые караваны. И проехал, не заметил Ханского дворца, но здесь конечная остановка. Вышел и нашел очень быстро. Как рассказывала Алашка, что на два хозяина, и расположение комнат она рассказывала, и как он с улицы, да и фотографии были. Мама приезжала, когда папа ей тоже показал расположение, и они, мама с братом приезжали и сфотографировали. Это уже в советское время. Да, фасад, то внутрь тоже не пустили их. Но снаружи и фотография была, то есть я уже как бы визуально имел представление. А о чем вы думали? Вот вы ехали, о чем вы думали вообще? То есть, какие-то мысли, какие-то воспоминания, вообще о чем? Если вы Ханский дворец проехали. А мысли были такие, что вот я дожил до этого, а мой отец и мать не дожили, чтобы вернуться на родину. И мы их там похоронили. Хотя да, это должны были они вернуться, и они жить в этом доме. Забрать, судиться. Я не такой человек, я довольно-таки мирный человек. Мне достаточно одной комнаты поместиться. Я был согласен на все, лишь бы в Крыму жить, лишь бы на родине, лишь бы в Бахчисарае. Папа один раз приезжал. Мама в 68 году его уговорила, чтобы он приехал в Крым, потому что ехал наш сосед Умирага, а папа у нас был фронтовик, и он после войны в 48 году только вернулся. В Самарканд приехал, в Крым, их не пустили. И в 68 году мама его уговорила, чтобы он вместе с соседом Умирага съездил в Крым. И даже деньги заняли у кого-то. И вот папа в 68 году был, приехал один раз, а потом он в 77-м умер, а в 79 году мама приезжала с братом. Вот с
79 года фотография есть. Вы на том пятачке, да, высадились, когда приехали? Да, вот там конечная остановка автобуса. И сразу же И постучались в дом? Вернулся назад, да, я уже как бы из автобуса я заприметил, как бы думал, что этот дом так и есть по номеру. Хотел зайти, вышла хозяйка, что вы хотите? Я говорю, это моего отца дом, хочу с колодца воды выпить. Она сказала, нет, уходите. Я сказал, только воды выпить, больше ничего. Она опять повторила, нет, уходите, или я сейчас вызову милицию. Я повернулся и ушел. Так в итоге вы выпили с этого колодца? Нет. Потом я пришел уже, год был 99-й, по-моему. То уже выкупили и сделали кафе на этой половине. И я пришел, ребята молодые работают, татары, я подошел, говорю, можно с колодца выпить воды? Можно, набрали, я сел, выпил воды и сижу. Они подходят, говорят, ага, что вам плохо? Я говорю, нет, хорошо. Это моего отца дом. Они говорят, а мы уже сколько лет ищем, нам интересно, говорят, узнать, кто, ну, по наследству, кто хозяин. Я говорю, вот это я. Это дом моего дедушки, которого звали Ахмед Уста. К сожалению, фамилию я не могу достоверно сказать. Папа был Аметов, а дедушка фамилию не знаю. Он его построил до революции, и где-то в 1916 году, по предположениям, он женился. То, наверное, построил до женитьбы. Выложенной глиной замазано, а каркас деревянный. Это традиционное строительство было? Да, скорее всего, дубовый. Вот здесь стойки идет, и там идет деревянный каркас, и вот такими прутьями забивают, и с двух сторон штукатурят глины с соломой. А фундамент вот камень, буд. Место расположения устно я знал наизусть, что не доезжая вот этого кольца, где монастырь, вот большой камень, прямо напротив дома получается. Вот Ахмед Уста был маляром именно по деревянным изделиям. Окна, двери, веранды. И до революции имел собственную мастерскую, а уже после революции работал в ханском дворце бригадиром маляров. А вы когда жили в Азии, была какая-то надежда вернуть этот дом? Вернуть не знаю, но мы с детства жили только с одной мечтой. И она была правдоподобной. Мы все равно переедем в Крым. Вот это однозначно было у каждой татарской семьи, у каждой. Что однозначно мы переедем в Крым, мы вернемся на родину. И вернулись. А вернуть, если документов нету, как ты его вернешь? Выкупить денег не было. А вот вы говорите, что вы несколько домов поменяли. У вас не было мысли вернуться именно в этот дом, то есть выкупить именно его?
Так в то время его не продавали. А когда мы уже были более-менее обустроены основательно в Бахчисарае, вот тогда его и продали предпринимателям. Де-факто наследник, а де-юре никак не получается. Это одно дело, второе дело, ну, если была бы возможность, конечно, я бы забрал. Выкупил. Ну, таковой возможности не представилось. Когда было кафе, я попросил, мне сказали, пожалуйста, можете зайти. Я зашел, веранда и 2 комнаты вот на этой стороне. Здесь обработано, стекла штапиком обработано, а вот здесь замазка. На стеклах замазка есть. Вот в старину так делали. Мел с олифой мешали, и вот эти края замазывали, чтобы ветер не задувал, вода не затекала. Вход здесь сразу магаз большой такой, вот наполовину. Вот тут стоит очаг, вот его дымоход, я не знаю, может быть, они его восстановили, ну, это на новое похоже. Очаг стоит точно как и был в старину. Вот, скорее всего, дымоход новый. Когда я первый раз приходил, старая дверь была. Ну, со временем все, как говорится, приходит в негодность. Жалко, конечно, то, что весь вид портят вот такими трубами, вот такими рекламными щитами. Вот эти балки работают как сейсмопояс. Вот на один ряд балок укладывают вот эти балки, на которых держится внутри пол. Вот. Потом сверху еще одна, и это все вместе сбивается. И здесь же сбивается, и работает как современный сейсмопояс. Плюс дополнительно вот здесь тоже ставили. Видите, вот балка идет. Вот это тоже работает как сейсмопояс именно для противодействия землетрясению. Могло бы быть это реальностью, если бы люди состоятельные выкупали дома и отдавали бы им владельцам старым без права перепродажи. Как вы думаете, это могло бы вообще работать? Это был бы идеальный вариант. Именно прямым наследникам не вопрос. Очень даже хорошее предложение. А вы не думаете, вот у вас хватило бы ресурсов, знания, желания заниматься этим домом, ведь он обваливается, и его нужно как-то обслуживать. Вообще заниматься хватило бы ресурсов? И уж ресурсы в финансовом плане, может, не все сразу, но я много чего могу делать сам. Ну, это вы, а другие люди? Ну, другие под вопросом, конечно. Я бы 100% постарался бы содержать его в надлежащем виде. Как деду удалось вот в этом месте дом построить? Он был не бедным человеком? Ну, вот даже никаких сведений нет, и, к сожалению, кто был его отцом, никаких сведений не осталось. Мы по молодости как бы не интересовались этим, а когда стали интересоваться, то оказалось, что уже эти сведения сообщить некому. То есть то старое поколение, их не осталось никого. А сейчас получается же такая история, Абдурмала, что молодежь не интересуется, и процессы эти повторяются, получается. Ну, к сожалению, молодежь не интересуется такими вещами.
А почему, как вы думаете? Ну, сейчас как бы более интересные вещи для них. Есть интернет, есть мобильные телефоны. Наверное, из-за этого. Так а у вас же не было мобильных, вы же тоже не интересовались. У нас не было, мы не интересовались, ну, по молодости, скорее всего, по глупости. Человек с возрастом, наверное, стает мудрее, интересуется своими корнями. Человек без рода, без племени – это ничто. Надо своей историей интересоваться, и своей историей своей семьи, и историей своего народа. Свою культуру и свои корни забывать никогда не надо. А это не обогащает нашу культуру? Вы имеете в виду интернет? Нет. Ну, допустим, интерес с другими народами, танцами. Не, это уже интересоваться надо и, во-первых, своей культурой раз, но при этом не отвергая никакую другую культуру. Не отвергая. То есть взаимоуважительное отношение к любой национальности, к любому вероисповеданию. Лишь бы люди были нормальные и правильные, как говорится. За всю вашу жизнь в Крыму у вас хоть раз возникала мысль, что вы зря переехали в Крым, вернулись? Ни разу. Ни разу. Но условия же тяжелые были жизни здесь. Ну, а наши родители жили легче. Жили мечтой. И вот и их мечтания, и наши воплотились в жизнь. Когда мы уезжали из Самарканда, друзья, соседи, узбеки, таджики, говорят, а что вы уезжаете? Я говорю, ну как тебе объяснить? А у них вот это 5-рублевое такое радио, целый день вот узбекские песни поет. Я говорю, вот ты слушаешь, тебе нравится? Он говорит, конечно. Я говорю, я хочу, чтобы у меня на родине круглые сутки на крымско-татарском языке песни пели. И Аллаха шкур, вот это свершилось. И сейчас есть радио, и поет, и говорит, и новости, все. Когда-то вот эти рассказы о Бахчисарае и о Салачике до такой степени мне в душу запали, что я в Крыму поменял 2 места жительства и 3. И я, наконец, приехал в Бахчисарай. И живу в Бахчисарае. Вот это у меня всю жизнь было в душе, мечта. Жить на родине моего отца. И вот его дом стоит. Если медленно и планомерно идти к своей мечте, то человек может достичь